Так, ребята, вот как уважаемые телезрители, как бы с каждым днем уже бои становятся все качественнее, ну и так-то упор, как бы напор соперников добиться победы, желание добиться к заключительному этапу подходит чемпионат, и чтобы качество будет улучшаться. Так Да, что действительно. не пропускайте вот эти репортажи и проходите вот смотреть триумф, полуфинальные поединки, которые совершатся вот 19 и 20 октября. Завтра у нас день отдыха. Последние секунды раунда. Выпала капа. Но там осталось-то всего пару секунд, наверное. Ну и сейчас поединок возобновится и сразу завершится раунд. Да, так и есть. Ну что ж, завершился раунд. И сейчас давайте послушаем, о чем же будут говорить секунданты. Нет, конечно, у нас третий раунд завершился, да. И сейчас мы узнаем имя победителя, после чего, да, увидим повторы ярких моментов третьего раунда. Ну что ж, спортсмены вызываются к центру ринга. И сейчас будет оглашение судейского решения. Спортсмены благодарят друг друга за поединок. Альберт, да, Батыргазиев объявлен победителем этого поединка. Но был, да, точнее. Очень хорошо поработал в этом поединке Альберт Батыргазиев, представитель Ханты-Мансийского автономного округа. 20 лет, напомню, Альберту. Он является мастером спорта международного класса. Чемпион России 2017 года. Напомню, турнир этот прошел в Грозном. И вот мы видим то, что и на чемпионате России в Якутске Альберт вполне успешно штурмует пьедестал весовой категории до 60 килограммов. Ну что ж, а сейчас уже на ринге, да, наша следующая пара на ваших телеэкранах. Михаил Варламов, Республика Саха-Якутия. Получает он последние наставления перед стартом поединка от Артура Пахомова. А вот его соперник Федор Степанов из Санкт-Петербурга. Ну что ж, представляю, да, его соперника. Альберт Батыргазиев вот ждет, да, одного из них в полуфинале. Победитель этой пары встретится с Альбертом. Да, Михаил Варламов, 25 лет, мастер спорта. 13 лет боксирует Михаил, наш Михаил. Он является чемпионом республики этого года. Также в этом году он побеждал и на чемпионате Дальневосточного федерального округа. И у него еще есть победа в окружном состязании также в 2016 году. Александр Поветкин приехал, вот его приветствуют наши любители бокса. Он рядом с Георгием Евловским. Да, много именитых гостей и не менее именитые, конечно же, участники состязания. Ну что ж, что мы знаем, да, соперники, ну вот Василий Егоров, мы видим, он уже 3 победы уже на домашнем чемпионате одержал. И ждем от него, конечно, следующих побед. Начинается первый раунд. Боксер не спешит. Владимир Степанов. Да, Федор Степанов. Федор Степанов, наш боксер, хорошо держится. Кстати, воспитанник он Майя Николаевича Павлова, Сунтарского района Эльгей, поселка Эльгей, мастер спорта, наш боксер. Сейчас он тренируется под руководством тренеров Артура Пахомова, старшего тренера нашей республики, и тренеров Семена Еремеева и Игоря Ефимова, тренера Сунтарского района.
Ну что мы знаем о сопернике, да, Михаила, это Федор Степанов. Ему 21 год, является он мастером спорта, представляет город Санкт-Петербург. В графе достижения за последние 2 года он ничего не написал. Так, ну идет бой, начинается без особых так разведывательных движений. Так, каждый старается сразу так добиваться преимущества в этом раунде. Ну, хорошо боксирует наш Михаил. Молодец. Он нормально, внимательно держится и очень быстро контратакует. Вот это хорошее начало, я думаю. О, внимателен и после уклонов. Вот, молодец, молодец. Михаилу надо добиться обязательно победы в этом бою. Ну, в ходе первого раунда, да, больше попадает Да, Михаил. Вот попадает, да. Он внимателен и очень быстро и аккуратно контратакует. Ну вот, боксер синего угла старается одиночными его ударами жестко наносит удары, но вот не попадает. Михаил хорошо контролирует. О, ты сейчас пропустил. Сильный апперкот, да, прошел. Пропустил по голове. Ну так бывает, чего. Повнимательнее надо ему. Руки выше. Вот. Так, хорошо. Дальше надо работать. Ну, сейчас уже раунд заканчивается. Надо в конце раунда ему инициативу полностью захватить. Первый раунд. Да, действительно, Нормально. ближе к концу, да, раунда Степанов начал попадать, и сейчас действительно попадать, очень важно проявить активность. Да, активность, концовку вырвать надо. Да, раунд за нами будет. Вот хорошо, попадает. Здорово. Молодец. Еще раз так, прямой ага. проходит. Ну, молодец, Миша. Передний надо держать, наперед. Конец раунда. Конец раунда. Ну, сейчас второй раунд ожидается. Ну, Михаил Варламов, да, небольшое преимущество, по мне, так он имеет. Больше попадал. И под конец, конечно, Федор Степанов более точнее стал действовать. Но посмотрим, что дальше будет. Сейчас секундантов слушаем. Ножками дергай. Раз, два, дергай. Раз, два, три. Первая твоя атака, потом защита, я защиту. Ну, как я понял, Артур Пахомов советует, да, Михаилу Варламову на сайдстепе работать. Ну, а в свою очередь секунданты Федора Степанова говорят выдергивать соперника. Выдергивать, дергать основную ему позицию ему объяснили, а как снизу, как бить, они ему не говорят. Ну, сейчас второй раунд. Хорошо, Миша, молодец. Передней рукой надо. У него хорошо получается удар слева. Левшу стал у нас, вот хорошо. Вот так. Ну и правая тоже попадает Михаил. Ну, правая тоже попадает, ага. Левая вот вновь хорошо надо прошла. сейчас поплотнее ему попадать побольше. Хорошо, Миша. Вот. Отлично. 2 раза попадает Степанов, тоже неплохо. Ну, ответил он, а. Ответил, надо самому опережать быстро. Нет, он ждет долго. Вот хорошо, опережает, когда вот он попадает. Ну вот удар прямой проходит, да? Хорошо проходит. Вот хорошо. Опережать надо. Он только задумал ударить, а ему быстрее его. А то он готовит и бьет неплохо. Боксер синего угла. Не дать ему готовить, опередить и уходить, опередить, уходить. Вот так, хорошо. На опережение работать ему надо. Вот хорошо. Отлично. Михаил. Как будто он наши чувства воспринимает. Вот пропустил. Вот не давайте работать. Да, действительно. Первым начинать все время. Надо работать на опережение. Видим, что Степанов, да, может хорошо вложиться. Ну, если на опережение он работает, он уже начинает быстро первым доставать. Ну, если ждать будет, он этот готовит, хорошо готовит. И бьет быстро тоже, сильно. Вот, видишь как. И сразу отходить. Вот. Вблизи
Безопасно тоже. Вот, видишь, как молодец. Провалил, да, своего Ага. соперника? Ну, Здорово. Хорошо, хорошо в сторону ушел, закрутил. Активнее Вот. начинает работать С Степанов. левша так попал. Ага. Вот, Вот опять прямой попал. тоже. Вот тут Здорово. почаще надо. Опережать. Первым начинать. Вот. Первым начинать. Вот видишь, волнуется секундант. Он уже проигрывает почти. Вот. Конец второго раунда. Преимущества такового не имеет. Боксер синего угла. Поэтому они вот кричат. Ну, бить надо, собраться и работать, концовку. Вот молодец, Миша. Концовку, вот, закрыться надо сейчас. Прямой Вот, вновь. прямым. Достигает цели. О, руки выше и работать. Он не закрывается, видишь, удары пропускал. Или в клинче, или как-то. Вот. Да, ну, очень интересный раунд получился. Жаль, что в конце, конечно, вот два таких акцентированных удара пропустили. Но ничего страшного, есть третий раунд. Слушаем секундантов. Мастер спорта России. Мишель только его. Рефери поединка судья международной категории завтра в 11 часов. Сейчас соберись. 20 секунд. Повтор. Ну что ж, нас впереди ждет очень интересный третий раунд, который, конечно же, многое решит. Но здорово действует Михаил, он попадает. Но в первом раунде преимущество, да, было небольшое. Но второй раунд тоже, я думаю, Хоть маленькое Ну, у него преимущество. Ага, в принципе, было. ровный раунд. Он преимущество все равно имеет. Он, мне кажется, на судьи как решать терт. так, ну ничего не было, подскользнулся, видимо, спортсмен. Это уже третий раунд. Повтор закончился. Хорошо. Миша вот молодец. Первым нам начинать. Не давать ему. Ну, сейчас уже надо биться. Ну, Третий раунд. Да. видим, да, то, что В ближнем бою. Федор уже идет вперед. Ну, конечно, он... Чувствует, что он уступает, надо... Да. Он не устал, он перехватывать много не инициативу. работал в два первых раунда. В основном работал наш боксер. Вот. Сейчас в эти оставшиеся Руки. 2 минуты очень внимательно надо руки действовать. выше. Вот хорошо, молодец. Руки выше надо. Вот, молодец. Вот. Вот, бить надо. Больше ударов. Первым начинать. Когда первым начинает, у него получается. Да, во втором раунде видели, да, как здорово он успевает. опережал своего Ну, соперника. ага. Вот Вот теперь тут- вот пропускает моменты. Вот хорошо. Есть попадание Ага. хорошее. Ну, очень много бьет, да, Федор Степанов в этом Ну, раунде. и конечно. это вполне Он не логично. устал. Он же мало работал в первых раундах. Он экономно держится. Хорошо достал правым боковым. А он говорит, затылок бьешь. Судья повторяет тоже, за затылок держится. Ну, бить надо, бить, Миша. Вот еще. Давай. Вот. Больше ударов сейчас. Взять, собраться и концовку делать. Да, 55 секунд до конца Да, этого поединка. Больше ударов. Нет, не отпускать его. Устал, но терпи. На кону уже медаль. Медаль чемпионата России. О, Вот, молодец. 2 раза достал, Вот, хорошо. Соберись и работай, концовку делай. Вот, не пропускать надо сейчас ударов. Защищаться хорошо. Вот, молодец. Вот, хорошо. Внимательно надо Внимательно. действовать. Руки выше. Ну, 20 щас секунд. до конца тут дергаться и нормально будет. Ну все, последние не секунды пропускать. поработать надо, поработать в конце. 15 секунд. Руки выше. Вот хорошо. Хорошо молодец. достал левым прямым. Ну сам тот же пропускает. Молодец, Миша. Вот так, отлично.
Главное, он не пропускает. Рубку устраивает, да, в конце, последние секунды. Все, поединок завершен. Завершен. Сейчас будем ждать решения судей. Ну, надеемся на нашего Михаила, конечно. Вот я заметил то, что в углу, да, Федора Степанова секунданты уверены в победе своего представителя. Как завершился поединок, они очень радостно выбежали на ринг, поздравили своего спортсмена. Но посмотрим, что решили судьи. В этом бою победу одержал боксер синего угла. К сожалению, да, Федор Степанов становится победителем этого поединка. Ну, вот активизировался в конце, да, вот в третьем раунде. Много, конечно, попадал, и, видимо, это и решило исход данной встречи. К сожалению, Михаил Варламов завершает выступление на этом турнире, а в свою очередь Федор Степанов, представляющий Санкт-Петербург, встретится в полуфинале с Альбертом Батыргазиевым из Ханты-Мансийского автономного округа. Такая вот первая полуфинальная пара у нас формировалась. Напоминаем вам о том, что это весовая категория до 60 килограммов. Ну а сейчас мы имеем возможность видеть видеоповторы моментов третьего Да, раунда. попадал же все, но хорошо боксировал. Вот это бой равный, я считаю, но болеем, поэтому можете знать. Ну, большого преимущества со стороны синего угла. Да, Я это думаю, был не очень большое равный бой, где преимущество. можно Да, было равный, победу да. давать как в ту сторону, так и Да, в другую. да, Ну что ж, у нас следующая пара на ваших телеэкранах. Габил Мамедов из Оренбургской области и его соперник в синей форме Беслан Хамзаев. Представляет он Чеченскую республику. Мамед Хамзаев. Да, вот эти вот ребята сейчас также будут оспаривать путевку в полуфинал. Посмотрим, что из этого получится. Габил Мамедов, он у нас является мастером спорта международного класса. Ему 24 года. Боксирует на протяжении 15 лет. Чемпион России 2016 года, финалист чемпионата Европы 2017 года, чемпион Кубка России текущего года и финалист чемпионата мира среди студентов 2018 года. Тренером является Дмитрий Скопинцев. Что же касается его соперника Беслан Хамзаев, ему 20 лет, является он мастером спорта, как мы уже сказали, он представляет Чеченскую республику, боксирует на протяжении 10 лет, является победителем первенства Европы 2016 года, чемпион своей республики этого года. Также в 2018 он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа. Интересная пара, конечно. Ну и давайте наблюдать за тем, что будет происходить на ринге. Да, это боксер с красного угла, мастер спорта международного класса. Но боксер синий Хамзаев с Чечни тоже. Он победитель первенства Европы среди молодежи, юниоров, видимо, в 2016 году. Перспективный боксер, который является, ну, вот-вот вступит в взрослую сборную. Ему 20 лет всего. Мамедов На 4 года младше своего именитого соперника. Вот. Ну, бой пока в непонятном стиле идет. Мамедов Преимущество. работает вторым стилем, демонстрирует хорошую работу ногами. Он защищается в основном туловищем, ходит вот, ну и контратакует. Интересно, начали бой. Ну вот видите, как он не дает ему работать на дальней дистанции. Синий боксер синего угла и наступает все время на него. И получается, что боксеры работают в ближней и средней дистанции только. Вот так. Чемпион России 2016 года Габил Мамедов из Оренбурга. Вот, боксер синего угла тоже не спешит. Тем не менее, раунд заканчивается. Вот тут. Здорово на контратаках действует Мамедов. Хорошо передвигается.
Также работает и корпусом. Вот уходит и сразу встречает ударом в корпус. Так у него не очень-то так хорошо получилось сейчас в данный момент. Он закрутил в сторону. Вот что-то сумбурно боксируют оба. Преимущества так такового не чувствуется ни у кого. И послушаем секундантов. Чуть на опережение бей. Справа через шаг назад идет. Шаг назад вправо и тут же ушел. И все время прямо не иди на него. Он тебя встречает. Должен встречать голову. Нарывайся на прямые удары. С углом. Чемпионом России 2016 Ну, Габил года. Мамедов, его секунданты Чемпионата Европы 2017 года. хотят, чтобы в следующем раунде, да, вот Мамедов 2018 года. попадал и сразу же уходил в сторону. Может и там еще и сайдстепом атаковать. Ну а Беслану Хамзаеву говорят больше работать корпусом. Ну посмотрим. Итак, Так, второй раунд начинается. вторая Сейчас что трехминутка. предпримут наши бойцы. Вот также, вот по-другому он длинный удар снизу начинает. Боксер красного угла. Он пропустил слева передней рукой, попал. Вот, хорошо. Боксер моложе, который Хамзаев. Чеченская республика. Вот. Нормально сейчас. Атаковал боксер красного угла. Вот, хорошо. Левой достал. Ну, тут тоже одинаково хорошо подготовлены. Вот. Жестких ударов друг другу не наносят. Вот хорошо. Вот хорошо, Ага. боковой прошел. Боксер синего угла. Вот опасное движение головой сделал. Опять опасное движение головой. Судья, видимо, смотрит так. Вот. Удары не быстрые и не резкие. Замедленно бьет. Беловато даже, кажется, бьет. Вот эти. Вот какие Точно, размашистые, да, точно не мощные удары попадает, да. Мамедова. М, Что ж, чуть больше минут остается боксировать в этом раунде. Вот сейчас боксер синего угла. Собраться и работать надо. Вот, тут. Вот хорошо. Ну, Прижимает своего соперника, да, но не работает сериями. не оба. У них не получается. Удары не доходят до цели в основном. Вот или доходят, так легкие они совсем. Мамедов. Стандарт Мамедов, да. Вот хорошо сейчас, ага. Мамедов встретил справа. Сам тоже пропускает. Сам пропускает тоже. Меньше 30 секунд остается. Мамедов идет вперед. Ну, сейчас ему надо сейчас концовку взять этого раунда, чтобы победить. А то бой непонятный, равный. Вот сейчас концовку делать. Прошлогодний чемпион. Старается, да, чередовать Мамедов. Сначала в корпус, потом в голову. И последние секунды раунда. Позапрошлый, в 16 году был чемпионом России. Ну и послушаем секундантов. Мастер спорта России. Дыши глубже. Провел 250 Он немножко заряжаться. 45 одержал победу. Легко, быстро. Не надо сейчас третий раунд, жестко ты его не ударишь. Легко, быстро. Зачем ты упрешь? Мозги нет твои, IQ. Включай. Пробил, сместился. Два действия надо. Ты сейчас упираешься, бьешь в одну линию. Вот. Установки делают. Развивать надо.
спорта международного класса, чемпион Содружества Ну, настраивает, да, обоих спортсменов на третий раунд. Повтор чемпион показывает. Кубка СССР Роберт Имамов, Санкт-Петербург. Третий раунд. Габилу Мамедову секунданты говорили о том, что он упирается, да, в своего соперника и действует, работает только на одной линии. И, видимо, хотят от того, чтобы больше передвижения делал Мамедов. Посмотрим, Да, сейчас как он будет действовать в третьем раунде. третий раунд. Тоже спокойно начинается. Работа по корпусу, чередуют с ударами в голову. Не пропускают отсюда удары оба. Защищаются хорошо. Вот здесь разрывает сразу дистанцию. Чувствует. Вот. Ну, боксер красного угла более грамотно начал действовать. Третий раунд. Вот хорошо защищается и уходит. И одиночными ударами где-то наказывает своего соперника. Ну, набирает очки. Вот, хорошо сейчас опять. Все-таки опытнее. Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года и чемпион России 2016 года. Боксер из Оренбурга. Ну, боксер с Чечни. Это атаки. Тут у него реже стали. Толкаться начинает. Что-нибудь делает. Не попадает. Хорошо. Ну, третий раунд, мне кажется, преимущество у боксера красного угла. Ну, еще надо наращивать преимущество его. Хорошо. Вот пошел. Акцентированно по корпусу работает Мамедов. А тут хотел, конечно, встретить ударом в голову. Точно не получилось. Чуть больше 50 секунд. Ну, работать надо, ребята. Ну, вот так почему не работал сразу. Серию хорошо провел. Ага. Вот. Боксер с Чечни моложе, но держится неплохо. Вот хорошо. Оба спортсмена, да, доводят удары до цели. И последние 10 секунд. О, хорошо концовку. Ну, чеченский спортсмен прямыми ударами от концовки попадает. Когда он наклоняется, надо бы пораньше так работать. Завершается поединок, и сейчас мы узнаем имя победителя. Итак, дорогие друзья, решение судейской коллегии. Победу одержал боксер красного угла. А красный угол выиграл, конечно. Да, Габил Мамедов объявлен победителем этого поединка. Поздравляем представителя Оренбургской области. Напоминаем вам о том, что ему 24 года, является он мастером спорта международного класса. Побеждал он уже на чемпионатах России. Случилось это в 2016 году. И вот мы видим, он ставит перед собой самые высокие цели и на турнире в городе Якутске. Таким образом, Габил Мамедов вышел в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов. И сейчас будет выявлен его соперник по этой стадии турнира. Сейчас на ринг у нас выходят Джамал Батруддинов, представляющий Санкт-Петербург. Вот мы видим, он стоит в красном углу ринга. Джамал Батруддинов из Санкт-Петербурга и его соперник Артур Субханкулов из Башкортостана. Эти спортсмены сейчас оспорят право выступления в полуфинале против Габила Мамедова.
Ну что ж, если говорить о спортсменах, Джамал Батрудинов, ему 27 лет, является мастером спорта, чемпион своего города и призер чемпионата Министерства внутренних дел. Занимается под руководством Айгази Мутаева. Артур Субханкулов, ему 26 лет, мастер спорта международного класса, представляющий Башкортостан. Боксирует на протяжении 12 лет, является финалистом прошлогоднего чемпионата России. И является он финалистом не только 2017 года, но и, как мне подсказывают, в 2015 также был финалистом. В число призеров он вошел в 2016 и 2013 годах. Это все еще, я говорю, о чемпионате России. Тренером является Мария Караганова. Боксеры дистанции прощупывают пока так. Первый раунд. Оба, конечно, послужной список побед, успехов и так далее вы слушали. Санкт-Петербурга более крепче, видно, Батрудинов. Физически чувствуется, что боксер синего угла также быстрый, мастер спорта международного класса, опытный. Хорошо, он боксер левша. Неудобно будет левшой боксировать. Сейчас их очень много стало. Хорошо, быстро бьет, быстрыми ударами. В начале раунда они друг друга прощупывают. В этом они уже чувствуют то, что может тебя ответить, каким ударом, как защититься. Начало раунда всего. Будет, конечно, это, мне кажется, интересная встреча. Выбрасывает, да, сильный левый. Далеко стоит. Шагом вперед только можно достать. Вот. Удар в корпус левой. Так он однообразно пока действует. Мастер спорта международного класса. Два прямых. И вперед-назад. Дистанцию. Так. Дистанцию он хочет определить, с какой стороны ударить. Он не попадает. Санкт-Петербург. Внимательно его ждет, контролирует. Удар не пропускает почти. Конец раунда. Ну что ж, работа так прошла, как говорится, в разведывательной, да, форме. Ну что ж, послушаем. Зачем ты налево? Нет, тяни сразу закрутить. Отсюда растягивай. Отсюда растягивай и бей 2-3 удара. Вот эту сторону. На эту руку, направо. Вот сюда, 2-3 удара. И заканчивай поголову. 2-3 удара. Ни один не бил. Айласан тоқтап. Передней ногой должен доставать. Бам-бам, она на нем волна. А левой рукой. Призер чемпионата МВД России. Послушали мы секундантов, посмотрим, как эти наставки повлияют на ход данного поединка. Сейчас у нас начнется второй раунд. Сейчас мы видим действия спортсменов в минувшей трехминутки. Ну что ж, дорогие друзья, второй раунд. Поехали. Второй раунд. Сразу же начинает этот раунд Батрудинов ударом в корпус. Напоминаем вам о том, что это имеет определенный, наносит определенный урон, также влияет на выносливость спортсмена. Хорошо, не надо отпускать сейчас. Боксеру синего угла. Он наступает, поддавливает его канатом. Артур Субханкулов, Республика Башкирия.
Башкортостане тоже очень хорошо поставлен работа по боксу. Всегда от них бывают чемпионы, призеры на чемпионатах страны, бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Ну вот хорошо, сейчас он пока преимущество маленькое в этом раунде боксера синего угла, мастера спорта международного класса. Вот добивать, доставать надо. Ну, жестко, да, встречает Батрутдинов. Ну, Батрутдинов, конечно, пожестче. Маневрирует, также ждет. Внимателен очень. Ну, очень долго так готовит, удары не доходит до цели боксера синего угла Субханкулова Артура. Батрутдинов ждет. Вот удар. Открыта перчатка получился. Слева ударил. Вот ран. Хорошо левый боковой прошел у Батрутдинова, добавил еще в корпус. «20 секунд остается во втором раунде. Ждет. Вот момент ищет. Для контратаки. Нет, ну, мало попадает. Субханкулов Артур. Ну и последние секунды раунда. Итак, нас ждет заключительный третий раунд. Ну а сейчас давайте послушаем тренеров и секундантов. Виси на нем. Ты передней рукой вызвал его. Защитное действие и повторная атака. Но повторная атака не за головой, а через корпус. Ну и сейчас мы видим Вот. яркие моменты Ага, попал. минувшего С раунда. синего угла. Вот. Много ударов, правда, не все, конечно, достигают Всё, цели. да. Третий раунд. Итак, дорогие друзья, третий раунд. Джамал Батрутдинов и Артур Субханкулов продолжают оспаривать путевку в полуфинал. Вот. Левый боковой проходит и добавляет хорошо вновь. Да, видели эту комбинацию в конце Субханкулов второго тоже раунда. слева тоже попал. Субханкулов. Он поддавливает, но почему не так хорошо не завершает? Удар у него не проходит сюда. Выжидает очень долго оба. Третий раунд идет. Тут преимущество. Тоже так они. Бой пока в равном ключе идет. Вот хорошо. Вот так почаще надо ему. Субханкулов. Вот так хорошо. Попадать почаще ему эти 3 удара. Легкие 3 удара надо бить все время. Контрить. Контратаковать. О, он правильно тактику избрал. Достает прямым ударом правой руки и сразу же в клинч входит. Серию ударов он бьет. Субханкулов. По 3 удара бьет. Вот так, хорошо. Вот так. Вот так потяжше держать на протяжении
Он размашисто бьет и после его промаха сразу переходит в контратаку. Субканкулов. Не завершает оба. Вот эти приемы. Все впустую идет. Удары летят мимо. У обоих. Хотя много бьют оба. Субханкулов продолжает наступать. Так трудно будет сейчас судьям определить победителя. Ну, наверное, уже. О, хорошо попал сейчас. Защититься надо. Ну и вяжется в клинч Батрутдинов. Все, последние секунды. Хорошо левый достал боковым ударом. Ну и завершается поединок. Очень интересно, что же решат судьи. Мы стали свидетелями действительно равного поединка. Холод. Ну, сейчас выйдешь, будет холод. Оба спортсмена, конечно, и попадали, и пропускали, и как все расценили судьи, мы сейчас узнаем. Итак, объявление решения. Да, в этом бою победу одержал боксер красного угла. Победа присуждается Джамалу Батрутдинову, который представляет Санкт-Петербург. И таким образом мастер спорта одолел мастера спорта международного класса, да? Ну так часто бывает. Да. Не первый такой вот сюрприз, скажем так, на нашем чемпионате. Хорошо действовал Джамал Батрутдинов и стал победителем в этом поединке. И он вышел в полуфинал, где встретится с Габилом Мамедовым из Оренбургской области, который ранее вот победил Беслана Хамзаева из Чечни. Интересный, конечно, поединок прошел, и таким образом мы узнали имена всех полуфиналистов. Давайте еще раз пройдемся по этому списку. Весовая категория до 60 килограммов. Полуфинал. В первой паре у нас выйдут Альберт Батыргазиев из Ханты-Мансийского автономного округа. Против него выступит Федор Степанов из Санкт-Петербурга. Ну и вот только что одержавший победу Джамал Батрутдинов во второй паре встретится с Габилом Мамедовым из Оренбургской области. Ну а сейчас мы идем дальше. Это уже весовая категория до 69 килограммов. У нас в красном углу ринга Харитон Агрба из Ростовской области. И его соперник в синей форме Элджан Эйниев, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ. Итак, поединок, открывающий утреннюю программу весовой категории до 69 килограммов, стартовал. Внимательно смотрим. Ну, в красной форме Агрба Харитон, Ростовская область, в синей Элджан Эйниев, Ханты-Мансийская автономная область. Харитон Агрба является мастером спорта международного класса, ему 23 года. Если говорить о чемпионате России, в прошлом году он занял второе место, то есть стал хозяином серебряной медали. Также является чемпионом мира среди студентов. Успехами может похвастаться и Элджан Эйниев, 19-летний мастер спорта из Ханты-Мансийска. Боксирует он на протяжении 9 лет, является победителем Кубка России. Ну и на чемпионате России, кстати, тоже выступал очень неплохо. Вошел в число призеров в 2016 и 2017 годах. Так, он выступал в первенстве России среди молодежи. Ему сейчас 19 лет. Вот. И победитель Кубка России. Чемпион вооруженных сил. Ну, это большой успех тоже вооруженные силы. Сильная команда. Выиграть вооруженные силы. Это, конечно, очень существенно.
синего угла боксер. Да, Ильмиев, Кубок мира. Ну, Харитон преимущественно, вот видим, работает передней рукой, но в нужный момент идет и Вот, бьющей хорошо. рукой вперед. Работа в клинче. И Вот, ростовчанин серию ударов хорошо провел. Но уж эта серия ударов заканчивается последним хорошим ударом. Это у него не получилось. Точно не получилось, а так скользком. Вот. достал своего соперника Харитон ударом левой руки. Вот сейчас пытался серию провести, но не совсем точно получилось. Вот. Концовка раунда. Все, звучит гонг, и сейчас у нас будет возможность послушать секундантов. Студентов 2016 года. Тренируется под руководством Романа Подобригера. Ну и в перерыве, конечно же, секунданты стараются внести коррективы в ход поединка. Но первый раунд получился, да, достаточно таким ровным. Секунданты. И сейчас посмотрим, что будет происходить во второй трехминутке, дорогие друзья. Харитон Агырба, Элджан Эйниев. Второй раунд. А вот хорошо сейчас, но не до конца довел концовку серии ударов. Вот опять в клинче боксеры. Вяжутся, чего определенного не показывает. Удары не доходят до цели, толкаются. Ближней дистанции и средней. Ближней и средней дистанции работают боксеры. Какие размашистые у нас удары пошли, да? Да. Ну и опять в ближней дистанции сейчас поработают. Ближней дистанции то удары все-таки не проходят до цели. Вот. Не достигают цели удары спортсменов. Вот затылок удар. Боксер синего угла точно ударил в затылок, но со стороны судьи не было видно. Поэтому замечание так ему не сделал. Вот. Прямой проходит. Харитон уходит с линии атаки. Работает передней рукой. Тут же Харитон в эту концовку уже начинает так нормально работать, попадает. А то не было попаданий с обоих боксеров с одной стороны. Вот, хорошо сейчас. Вот. Молодцом. Вес боксеров в этой весовой категории до 69 килограммов. Да, идем по нарастающей, дорогие друзья. Мы увидели уже состязания весовой категории до 52, а затем и за боксерами последили за боксерами весовой категории до 60 килограммов. Сейчас уже идет состязание
весовой категории до 69. Ну и закроют утреннюю программу соревнования среди боксеров весовой категории свыше 91 килограмма. Супер тяжами, да? Закроем утреннюю программу. Сейчас послушаем секундантов. Боксом занимается 9 лет. Мастер спорта России. Представляет вооруженные силы. Зачем ты с ним дерешься? Зачем ты с ним дерешься? Является победителем Кубка России. Двукратный призер. Ты спокойно выигрываешь бой. Зачем он тебе нужен? Сейчас травму получишь. Дури его и все. Влево-право. Один удар, два. Все. Зачем серии? Зачем повторы? Тренируется под руководством Заура Кадирова и Умара. Ну, дорогие друзья, я думаю, вы сами все прекрасно слышали. В углу Харитон Агырба, да, недовольны действием своего подопечного. Вот тренер говорит о том, что зачем с ним дерешься, зачем Вот с ним он дерешься. продолжает все равно. Зачем серии говорил. Да, надо работать вот одиночными ударами. Двигайся, двигайся, говорит, одиночным, вот тебе все ты выигрываешь, говорил. Да, уверены, кстати, что ведут, да, в поединке. Ага. Он серии там в ближнем бою работает, ему не нужно, сейчас травму получишь, сказал. Ну, правильно советовал, с одной стороны. Ему с дистанции работать прямыми ударами. Вот, попал, ушел, Ну, вот можно так выиграть. Но азарт есть все-таки у молодых людей. И начинают работать вот, в ближнем бою. Серийно работают. Тренер беспокоится, конечно, чтобы он травму не получил. Да, конечно, травмы по ходу соревнований это всегда очень обидно. Ну и вот как раз такой этап идет победа, медаль чемпионата России. Ну, посмотрим, как будет одиночными и двойными ударами, да, Ну, работать вот Агырба. правильно подсказал, он так будет действовать. Ходить, вот достал хорошо и ударом передний. ему победа обеспечена. Ударил, попал и сразу в сторону. Ну, уходи, вот двигайся. То он не будет бить его с дистанции. Не могут достать пока что друг друга соперники. Ага. Вот. Вот он был в сторону, можно передвигаться, уходить вдоль канатов так. Но он принимает его бой, слишком опасно. Зря беспокоился тренер. Вот у него гематома вроде есть с этой стороны. Да, Справа, под правым глазом. гематома есть, вот, поэтому он правильно. Ну, вот такая драка ему вообще-то не нужна. Двигаться и передней рукой, уходить. Вот, нет, он серию делает, нет. У него все так. Гематома что увеличивается. Вот так работать надо. Справа бить, а слева, то есть сильнейшей рукой. Это. — 25 секунд остается боксировать в третьем раунде, в заключительном третьем раунде этого поединка. И Харитон идет вперед. Работа с ближней дистанции. Ну что ж, последние 10 секунд поединка. Посмотрим, что придумают боксеры. И все, завершается поединок. Завершается поединок, и сейчас мы узнаем победителя. Да. Итак, решение судей. В этом бою победу одержал боксер красного угла. Да, но все-таки удалось сохранить, да, вот Харитона Агырба, преимущество, которое он вот заработал в первой половине этого поединка. И
несмотря на все попытки Элджана Эйниева в заключительной трехминутке, все-таки победителем стал представитель Ростовской области. И он выходит в полуфинал весовой категории до 69 килограммов. Видели, да, как вот Харитон, покидая ринг, держался за гематому. Очень надеемся, что эта травма никак не помешает его дальнейшему выступлению на нашем чемпионате, который проходит в Якутске. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы видим повторы ярких моментов третьего раунда минувшего поединка. И после чего мы начнем просмотр следующей встречи, победитель которой также вот выйдет в полуфинал и встретится с Харитоном Агрба. Дорогие друзья, сейчас нас ждет не менее интересная встреча двух достаточно молодых спортсменов. У нас в красном углу Степан Хитарян, представляющий Тульскую область, и его соперником по четвертьфиналу будет Вадим Мусаев из Республики Дагестан. Степан Хитарян, ему 20 лет, является он мастером спорта, представляет, как уже мы сказали, Тульскую область, боксирует 7-й год, является призером чемпионата России 2017 года, так записано в анкете Хитаряна. Его соперник Вадим Мусаев будет старше своего оппонента на 5 лет, ему 25. Мастер спорта, представляющий Дагестан, боксирует на протяжении 10 лет, является чемпионом, ну, победителем чемпионата профсоюзов России 2018 года. Вот такой вот молодой человек из Дагестана. Посмотрим, что у нас будет в этом поединке. Бой начинается так с разведки. Покойно стойку менял боксер красного угла. Так же, как его соперник, он стал правостороннюю стойку, но сейчас обратно стал в обычную левостороннюю. Так. Они из дистанции, как видите, прямыми ударами по туловищу, по голове. Ну, сейчас неудачное сближение получилось. Боксеры были в близком расстоянии, опасное движение. Делал движение головой боксер красного угла. Вот судья внимательно смотрит, тут же сразу замечание делает за нарушение правил. Вот, очень внимательно ребята работают. Вот. Видим, что Вот Хитарян, хорошо. да, и вот идет на сближение больше. Вот тут размашистый Хитарян, вот удар хорошо. боковой, и какой размен Вот, идет. да. Ох, какой левый пропустил, да? Ой! Вот, нокдаун. Сейчас отсчет будет. Отсчет будет. Здорово достал своего соперника Мусаев. Ну что ж, как будет развивать свой успех Вот, хорошо. Мусаев? Мусаев Раз за разом бьет. достает. 5 нокдаун. Ну, сейчас третий. После третьего нокдауна могут они остановить по правилам, но судья на ринге может это самое. Ну вот вышел, да, вот тренер и Ну, снял это своего спортсмена. отказ секунданта. Хотя мы прекрасно видели, да, что вот Степан показывал рукой, что нет, я готов продолжать бой, но тренер принял решение. Им виднее, они принимают решение, да. Да, Так, здоровье, конечно, одержал дороже всего. Мусаев. Да? Да, Вадим Хитарян. Мусаев принимает поздравления. Победа в первом раунде. 2 раза отправил своего соперника в нокдаун. И тут представители, да, Степана Хитаряна решили не продолжать. Ну, удар первый был, конечно, существенный, так сказать, в таком положении. Продолжать поединок опасно, ну, рискованно. Да, Вадим Мусаев, не одни соревнования, там еще следующие будут. Надо восстановиться и приступить к тренировкам. 25-летний мастер спорта из Дагестана выходит в полуфинал нашего чемпионата весовой категории до 69 килограммов, где встретится с Харитоном Агрба, который в предыдущем поединке сильнее оказался Элджана Эйниева из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну что ж, дорогие друзья, очень первый, да, поединок, который у нас завершился досрочно в сегодняшней утренней программе 5-го соревновательного дня. Вадим Мусаев. Хорошее настроение идет, готовится. Победу, да, ввиду отказа секунданта. Ну давайте смотреть, как это было.
И вот левый прошел хорошо, да? Ага, он левша. Он точно не попал пока. Ну, сейчас он ударит. Вот. Он получил удар. Судьи не видно. И Сзади. вот правый боковой мощный Он прошел. несколько раз, 2 раза уже точно попадал. Он как-то, ну, судьи не видно с этой стороны. А потом третьим ударом он попал. Весовая категория до 69 Очень тяжелое попадание, конечно. Ну, боксы падают иногда, так что без этого не бывает. Ну и реакция секундантов Вадима Мусаева. Ну что ж, очень красивая победа. Махмутов, а? Да, красивая победа. Ну, а мы идем дальше. Это третья пара в утренней программе в этом весе. Шахабас Махмудов из Дагестана в красной форме. И его соперник из синего угла, представитель Москвы Сергей Маргарян. Шахабас. Дагестан, да, Дагестан и Москва. Да, Шахабас Махмудов, ему 22 года, мастер спорта, боксирует на протяжении 9 лет. Тренируется под руководством Арсланали Амарова и Артура Пидураева. Его соперник Сергей Маргарян, ему 20 лет, он является мастером спорта международного класса, боксирует на протяжении 7 лет, является победителем Спартакиады России, а также чемпионом студенческого союза. Тренируется у Олега Мельникова. Итак, мы начали, как вы поняли, да, вот просмотр поединков, которые выявят вторую полуфинальную пару весовой категории до 69 килограммов. Вот. Боксер красного угла в дистанцию ударил сильнейшей рукой, но вовремя защитился боксер синего угла. Сергей Маргарян. Вот он поджимает канатом, но без ударов идет. Ударами он бьет. Соперник его внимательно поджидает и вовремя контратакует. Сейчас он неплохо сейчас контратаковал. Вот, оба ребята. Так. Удары поставлены. Передняя рука работает Шахабаса. Вот, серию Вот, выкидывает. хорошо. По корпусу тоже работает Шахабас. Вот серия пошла. Шахабас. Вот, хорошо, сейчас провел серию ударов, попал так. Но у него легкие удары и быстро и решительно серию ударов наносит. Вот. Завершается первый раунд. И послушаем, давайте, секундантов. Мастер спорта России. Счет порядка не ведет. Тренируется под руководством Арсланали Амарова и Артура Пидураева. Джеб, задний добавляй. Джеб, задний, боковой, задний больше добавляй. Сейчас еще. Ну, видели мы, как Шахабасу Махмудову секундант советует ударить несколько раз джебом и боковым это все дело завершать. Ну, ребята, да, вот в первом раунде оба очень много били. Активно поработали. Посмотрим, как будут развиваться события во второй трехминутке.
Пока видим, Маргарян Да. по-прежнему идет вперед, наступает и натыкается. Да, вот. Подкрадывается к нему сопернику. Ну, боксер красного угла внимательно поджидает. Вот, держит на левой руке на дистанции. Вот, справа он решительным ударом встречает его. Вот. Махмудов. С сериями работает Маргарян Сергей. Маргарян легкими быстрыми ударами. За счет количества ударов он хочет одержать победу. Так, ну бой переходит то в одну, то в другую сторону преимущество. Маргарян надо подальше, почаще бить, не отходя. Вот, хорошо сейчас попал. Вот также продолжать легкими ударами дистанции. Он маленького роста, но все равно дистанцию хорошо достает своего более рослого соперника. В клинче боксеры находятся. Вот, а сами оттолкнулись друг от друга. Вот. Махмудов прижать канатом. Маргарян готовит контратаку, эту атаку. Ну и это самое. Ну и Махмудов, да, старается все время вот прерывать его атаки, то есть опережать его. Тоже Да, да. иногда все время работает. Все время работает. Вот сейчас он идет вперед. Маргарян инициативу хочет взять. Все время наступает. Вот тут надо бить из ударов. Хорошо. Удары быстрые. Левый прямой достигает цели. Да. Вот видишь, прямыми он останавливает. Хорошо проходит прямые удары Махмудова. Так, также трудно будет определить, мне кажется. Это вторая. Ну, второй раунд сегодня заканчивается. Ну, третий раунд и должны кто одержит победу в третьем раунде, тому и быть победителем. В синем углу ринга. Ну что ж, заканчивается второй раунд, и сейчас давайте послушаем, о чем же будут говорить секунданты. Мастер спорта международного класса. На ринге провел 103 боя в 92 Вообще хорошо. Переднюю начинаешь контролировать. В том числе провел 19 международных зажиматься. и Так 15 легко. На ногах чуть-чуть отойди лучше. является чемпионом Российского студенческого спортивного союза. Великий спартакиады. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Олега Меньшикова. Ну, примерно одинаково, да, вот хорошо себя проявляют боксеры в этом поединке. И действительно, третий раунд решит очень многое в этой встрече. Ну и сейчас мы имеем возможность Посмотреть повторы острых моментов второго раунда. Да, ну а сейчас начинается третий третий раунд. заключительный раунд в этом поединке. Да, боксеры уже внимательны очень. И горят желанием одержать победу в этом третьем раунде и этим сами одержать победу в этом бою. Маргарян опять-таки идет вперед. Но Махмудов не хочет, да, вот оказаться у канатов. Ему дистанция, конечно, выгоднее, но он не отходит так. Принимает бой в ближней дистанции. Ну вот видим, да, то, что Махмудов уже стал плотнее стоять на ногах. Да, он все время идет вперед. Ему выгоднее так. Какая хорошая серия. Серию хорошо провел Махмудова. с красного угла Махмудов. Ага. Левым боковым достал своего соперника в Вот завершении этой хорошо. серии. Сейчас тоже два прямые боковые удара. Сейчас снова серия двух ударов.
какой тяжелый, да, удар с правой руки хорошо проходит. Ну вот, Маргарян тоже идет вперед сериями. Вот. Надо сейчас решительно завершить, делать хорошую концовку, выиграть бой. Вот попал тоже. Ровно минута остается боксировать в заключительном третьем раунде. И очень, конечно, сейчас Он держит на важно. дистанцию. Махмудов. Вот, дистанцию надо держать. Не подпускать к себе близко. О, хорошо. Хорошо проводят атаки. Давно так работать дистанции. Он ходится с ним в ближнем бою. Ну, в концовке, видимо, хочет, да, активность проявить Махмудов, включает серии. Ну, он хорошо встретил с дистанции. Вот так. Последние секунды этого поединка. Да, хорошую серию, да, нам продемонстрировал Шахабас Махмудов. В итоге даже Капа Маргарян оказалась на полу ринга. И сейчас судьи объявят решение. В этом бою победу одержал боксер красного угла Шахабас Махмудов. Победителем объявили Шахабаса Махмудова. Поздравляем представителя Дагестана. Таким образом, он выходит в полуфинал. И будут встречаться победителем следующей пары. Соболинский Сергей, Замковой Андрей. Краснодарский край. Принимает поздравления Шахабас Махмудов. Ну и сейчас давайте посмотрим, как действовали спортсмены в третьем раунде этого поединка. Ну, под конец, да, особенно раунда, Шахабас очень точно работал. С комфортной для себя вот дистанции, да? Дистанции прямым ударами, боковые тоже хорошо проходили. Дистанции только. Ну вот, четче. Ну и, конечно, серии очень хорошие. Во всяком случае, все видно. Дистанции, когда попадание есть. На ближнем бою хорошо не видно. Там конец только серии ударов хорошо проведет. Да, дорогие друзья, и сейчас мы узнаем, ну, не прямо сейчас, конечно, через 3 раунда мы узнаем имя победителя, имя соперника Шахабаса Махмудова по полуфиналу. Сейчас мы видим Сергея Соболинского, представителя Белгородской области. Один из... Мастера спорта международного класса. Да.